Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок. Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий наших регионов в выработке важнейших решений в развитии нашего государства, сказал он. По мнению главы государства, с введением этих поправок Россия, оставаясь президентской республикой, станет более открытой. И значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается, добавил Путин. Первое совещание рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституции намечено на сегодня. Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой, и значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается. Возникает ситуация, когда парламент будет нести большую ответственность не только за назначенных министров и заместителей, и самого председателя, но и за ту работу, которую они проводят, за ту политику, которую проводит правительство. Вот такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована. Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия. Это совершенно обязательно, на мой взгляд, императив. Иначе мы уйдем туда совсем в парламентскую республику, с нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией. Это, на мой взгляд, на сегодня для России было бы очень серьезным испытанием. Неизвестно, чем оно бы закончилось. Поэтому вот такое гибкое сочетание и увеличение, повышение роли парламента и взаимодействие с правительством при сохранении серьезных прерогатив в руках главы государства, мне кажется, будет обоснованно.